Друзья, всем доброго дня. Так, мы находимся в штабе Татар. Осталось у нас буквально месяц до Нового года. Ребята все в предвкушении. Вот, да, и спросим, какие у них вообще эмоции, желания и что вообще, как они себя чувствуют перед Новым годом. Алёш, привет! Привет, Рамиль. Как твое предновогоднее настроение? Супер. Уже думаю, куда повешу гирлянды. Все планы осуществила в этом году? Почти. Осталось немножко завершить и потом... Ну, у тебя еще месяц есть, успеешь. В первую очередь хочу сказать спасибо большое штабу за то, что собирает всех нас вместе. А во-вторых, конечно, хочу пожелать больше таких ярких встреч. Пусть приходят интересные люди, пусть помогают организовать мероприятия, находят друзей, находят семью. Так. Ой, классно. Спасибо, Алиюш. Тебе перед Новым годом хочется пожелать удачи, осуществления всех твоих идей. Спасибо. Я знаю, у тебя их море. Спасибо, спасибо большое. Ильяс, привет. Привет. Всем Вот, привет. смотри, перед Новым годом хотелось бы узнать, что у тебя вообще, какие эмоции, желания, может быть, пожелания для штаба Татар. Основное пожелание — это продолжать также активно собирать татар, собирать башкир. Все вместе. Всех вместе, да. Проводить такие же яркие и позитивные, полезные мероприятия среди молодежи, среди там, профессиональной какой-то среды, там, врачей, студентов, юристов. Вот, знакомить молодежь друг с другом, знакомить молодежь с деятельностью более уже опытных наших соактивистов, присоединяться, в общем, к нашей деятельности. Это основное пожелание. Ну а так, конечно, здоровья всем, радости, веселья. Привет, у нас новые лица в штабе Татар. Как тебя зовут? Алина. Алина, смотри, как тебе нравится в штабе вообще? Да, очень уютно, красиво, приятно, душевно, тепло. По-семейному. Да. Ага, это самое главное. Смотри, остался месяц до Нового года. Как твое настроение, ощущения, что вообще? Я очень потеряна, потому что нужно готовиться к чему-то новому, вот. Это ты намеренно готовишься к чему-то новому? Да. Осознанно вступаю в 22-й год. Ага, хорошо. От себя я пожелаю тебе удачи, чтобы все твои желания сбылись. Что пожелаешь ты для штаба? Пусть Так. годы, которые тут люди проводят, запоминаются им только с лучшей стороны. Пусть знакомства тут появляются новые, семьи создаются новые. Ой, это обязательно. Да. Обязательно. Год тигра же. Да. Вот, а тигр типа тепленький, пушистенький. Вот, пусть мы тоже будем такими тепленькими, пушистенькими, чтобы без ссор, без обид, без ругательств. Был год таким жарким, как и тигр, полосатым, как и тигр, но чтобы полосок светлых было побольше. Очень рада, что вообще я здесь существую, появляюсь, прихожу. Ну что, всем привет. Как обычно, мы не можем оставить старичков. Вот. Обязательно с ними надо пообщаться. Расскажи, как прошел твой год. Проходит 2021 год, месяц остался до Нового года. Нам вот интересно, что Альбина делала в этом году? Активно проводила время с татарами. Самое главное. Да. Так, где была? Самое такое место? Самое такое место? Да, которое прям, что эмоции у тебя с татарами ездили в Дагестан. Огромной компанией. Что ты нового для себя узнала в Дагестане? Кухню открыла новую для себя. Какую? Кавказскую. Чечены и всякое. Надеюсь, мы когда-нибудь попробуем Альбинину кухню. Так. Между прочим, уже многие пробовали мою стряпню. До тебя, видимо, очередь не дошла. Ты вообще не знал, Доедают. что я... А ты, кстати, не знал, что я королева сырников? Привет, королева сырников. Надо перезаписать тебя в Телеграме. Дамир, давай, рассказывай, как твой год прошел. Летом проводилось прикольное мероприятие. Это на воздухе было. Это у нас был пикник. Ой, вот он, вот. С татарами? Да. С татарами. С пирогами. Было очень вкусно. Татар-лавка нам всегда поставляет крутые пироги. Были классные конкурсы. Хорошее мероприятие было, понравилось. То есть. От вас пожелания штаба Татар в новом году? Объединяйте еще больше людей, молодежи. Мы тут знакомимся, веселимся, отдыхаем, общаемся. По сильному лицу так прям видно. Знакомимся, общаемся. Так, Альбин, что ты скажешь, что ты пожелаешь для штаба?
Спасибо, Альбина, красивые пожелания были. Ой, все, ребятки, вам удачи. Все, встретимся в новом году. Расул, привет. Салям. Вот. Ты в штабе, ты, как Конечно. говорится, скоро, наверное, будешь аксакалом штаба, да? Ну, борода будет, буду. Обязательно. Пока еще молодой. Скажи, как прошел твой год? Какие итоги есть, может быть, что-то новое для себя открыл? Ну, год прошел очень хорошо, но вот это, как бы, штаб объединяет, но другие, наоборот, стараются взрывать, развалить, все такое. Если будем берге, то у нас все будет хорошо. Конечно, правильно? конечно. Давай. Конечно. Что пожелаешь для штаба в новом году? Чтобы больше мероприятий, чтобы все так дружно жили, берге был ек, и чтобы не было всяких вот этих подлянок других организаций, такой, как бы, чтобы все, наоборот, общались, приглашали туда, мы к ним чаем, они к нам чаем, ну вот так вот. Самое главное, с чаепития чаем. были, да. Все, спасибо, Расул, тебе хорошего в новом году. Заканчивается год. Какие новые открытия были? Что нового узнали? В штабе была очень большая работа, как мы видели, проведена, несмотря на то, что был карантин. Тем более сейчас есть очень много организаций, например, Татар-Эхат, которые организуют разные мероприятия очень крутые. Если говорить про молодежь, то очень сильно и очень масштабно развивается именно вот эта комьюнити наша татарская молодежная. И большое спасибо ребятам вот в лице тебя, да, в лице тебя. И вот Слану Курмакаева, который вот основал эту татар-мафию, которая сейчас тоже масштабно развивается. И очень классно, что это не угасает, а только развивается. Благодаря этому какие, не то чтобы итоги, но я думаю, что, как говорится, проведя аналитику, можно понять, что количество, большая, количество людей большая, прибавилось, и очень много людей сейчас вовлечены в татарское общество. Да, была большая работа, и эти результаты как раз в большом количестве людей, и которые все взаимодействуют между друг другом. Что пожелаете штабу татар в новом году? Самое главное — это здоровье, как врач скажу, ну и чтобы больше татарских семей, чтобы объединялись татары, это самое главное. В этом изначально, наверное, самая главная цель была, когда открывалась штаб, открывалась мафия, Татар-Эхат, чтобы сердца друг друга находили, и на опыте мы знаем, что это происходит. Да, спасибо. Ну, на самом деле, да, Эльмир права, что цель, наверное, это объединение в любом смысле этого слова, будь то семьи, будь то друзья, здесь очень многие находят своих друзей, вторых половинок, кто-то именно компаньоны по работе, по бизнесу, по учебе, очень студенческие вечера, по интересам, и я желаю штабу, чтобы эта деятельность, эта цель, которая изначально была поставлена, мы видим каждый год только выше и выше, чтобы и в следующем году это было еще больше, еще лучше, да, и было больше семей, больше дружбы и больше новых каких-то организаций, которые будут нас сплощать. Руслан, скажи, что нового открыл для себя в прошедшем году, уходящем году? На самом деле сложно сказать. Меня, в принципе, чем-то трудно удивить. Я много чего вижу, много на что смотрю, много в чем живу. Ага. Впечатлений масса, их даже переизбыток. Самые главные открытия года, 21-го. Давай. Самое главное, наверное, главное открытие — это вы, татар-мафия, полностью. Много было приятных встреч в штабе татар именно, вот. И много было приятных встреч за пределами штаба. Спасибо, что поддерживаешь. Как твое новогоднее настроение, предновогоднее? Что ты вообще, вот как чувствуется? Жизнь бурлит, течет просто как вот она меняется постоянно. Много планов, много целей. И как-то вот на эту погоду внимания не обращаешь. Ну, конечно, как всегда, хочется чуда в Новый год. Твои пожелания штабу в новом году? Я желаю больше приятных встреч, больше новых интересных людей, ярких людей, самое главное. Ну и всем, кто сюда ходит, я желаю в новом году счастья. Тем, у кого нет еще своей любви, встретить ее наконец-то. Ребят, кайфуйте, живите по радости. Будьте в моменте, в ресурсе и на чиле. Какую-нибудь песню в завершении интервью. Желаю вам всем из 1000 звезд одну, самую яркую
Желаю вам всем из тысячи слез одну самую сладкую. Желаю вам всем из тысячи встреч одну самую счастливую. Желаю вам всем из тысячи ночей одну самую длинную и незабываемую. О, спасибо, Руслан. Давай. Очень атмосферненько. Спасибо на такой классной ноте. И еще раз всем здравствуйте. Сейчас мы разговариваем с самым главным человеком штаба татар. Рустам Фаизович, скажи, пожалуйста, какие главные открытия в этом году были в штабе? Ну, наверное, главным открытием это наша молодежь, которая было большое поступление нынче. Много у нас новой молодежи, первокурсников, второкурсников, с такими ясными, с такими ищущими, любознательными глазами. И вот ради этой молодежи мы проводим мероприятия. Мы очень гордимся этой молодежью, что она у нас есть. Мы желаем этой молодежи, вы знаете, можно иметь хороший дом, хорошую машину, да, может быть, можно иметь там еще что-то, но при всем при этом неинтересно жить. Вот я желаю молодежи, чтобы они жили, есть такое выражение, вкусно жили, интересно жили. Вот каждый их день, неделю, месяц, чтобы они потом вспоминали это, анализировали, и они оставалось в памяти. Мы встречаемся накануне Нового года, да. Что значит Новый год? Вот как-то вот давайте мы немножечко отойдем от обычных, типичных стандартов и представим, что Новый год, и Новый год мы представим, как будто это не праздник, а как будто это наше путешествие. Мы идем в путешествие с вами, в сказку, и в этой сказке, в этом путешествии мы встречаемся со своими мечтами. Всего хорошего в будущем году. Уңышлар сезгә, яхшы сәламәтлекләр сезгә, әти әниләрегезгә шалтыратыгыз, хәлләрен ешрак белегез аларның. И сез дә сәламәтлек, бәхет сезгә, зур гомерләр теләйбез. Биг зур рахмәт сезгә. Привет, Эльвир. Привет. Как дела? Все хорошо. Все отлично. Твои пожелания штабу татар перед Новым годом? Самое главное, чтобы все были здоровы, чтобы штаб татар нас также принимал всегда тепло, со своими вкусными блюдами. Это самое главное. Да. Руслан, привет. Да, здравствуйте. Скажи, Деятель искусств, если вы помните. Да, скажи, как там в департаменте дела? В департаменте искусств, да, вы имеете в виду? Да. Все отлично, коллеги рады, рады за меня, рады за штаб. В общем, все путем. Уже решили, кто будет Дедом Морозом, Снегурочкой. Ну, в общем, процесс идет, так сказать. Так, обязанности распределили, классно. Да. Руслан, как год проходит вообще? Что внутри? Это самый лучший год в моей жизни, точнее, на втором месте. На первом месте был 2020, 2021 на втором месте. Значит, итоги, да, на самом деле... Что открыл для себя нового? Да, не знаю, жизнь идет своим чередом. Дверь открыл? Все нормально, да. Открыл дверь, открыл бутылку с водой, открыл дверь в квартиру. В общем, все. В преддверии Нового года. Твои пожелания штабу. Что хотел бы ты увидеть хотел? Что пожелать штабу в Новом году? Штабу я желаю всего хорошего в преддверии нового 2022 года. Чтобы дела у него шли в гору. Гораздо лучше, чем в 2021 году. Вот мы всегда приходим в штаб как к нашему лучшему другу, который помимо всего, во-первых, у него весело всегда, у лучшего друга. Во-вторых, в чем их отличие? Он накормит, в отличие от лучшего друга. И у него дома очень уютно. Ну, об уюте это вообще совершенно другая история в штабе. Уютно это каждый вам скажет. Так что, чтобы дела шли в гору. Руслан, ты как голос штаба татар, скажи, какой будет голос следующего года? Ну, если в этом году это был год бычьего тренда, то 2022 будет годом борьбы за справедливость. 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 2022 будет